О том, как работает программа и как ее планируют расширять в Осетии, мы поговорим с нашим гостем. В студии председатель Совета Северо-Осетинского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Абиев. Здравствуйте, Роман Витальевич. Добрый день. Расскажите нам подробнее о программе. Кто может стать ее участником? Есть ли какие-то ограничения по возрасту? Мы уже второй год проводим эту программу. У нас были студенты вузов и колледжей. Как правило, это молодые люди от 18 до 23 лет со своими проектами. В этом году мы, скорее всего, будем расширять возрастной ценз и привлекать еще людей работающих. То есть многие есть, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью, и они могли бы заняться этим. Расскажите чуть подробнее, как именно помогают тем, кто хочет открыть свое дело? То есть как именно происходит взаимодействие наставника и подопечного? К нам попало 51 уже наставляемый, они были уже с проектами какими-то, проекты были очень сырые на уровне идей. Было 14 наставников разных профилей абсолютно, мы их закрепили, приблизительно, как посчитали нужным. Потом, в дальнейшем, конечно, если наставник не подходил, наставляемый мог перейти к другому наставнику. И началась работа, то есть они помогали им именно в практической реализации их идей. А как подходили к выбору наставников? Наверняка был какой-то отбор тоже. Да, во-первых, это у нас было все добровольно, и я хочу сказать, что большинство наставников очень легко откликались, это порядка, наверное, 80% всех готовы были свое время тратить и свои ресурсы на то, чтобы помочь нашей молодежи. Были те, которые сказали, что нету времени. Мы, исходя из профиля работы и опыта, который был у наставника, закрепляли наставляемых и их проекты. С какими сложностями столкнулись в работе? Мы проводим уже второй год. У нас были большие планы на 2020 год, но пандемия внесла довольно большие коррективы в программу, потому что очень много молодежи по итогам 2019 года, они хотели именно клубный формат, именно такой тусняк, чтобы можно было туда приходить со своими идеями, обсуждать, чтобы было приятно провести время. Мы планировали это делать, и Фонд поддержки предпринимательства Гагиев Батрас пошел на нас, сказал, что вот вам площадка, где вся инфраструктура есть, вы можете все это проводить. И мы уже построили планы, но потом все это скорректировалось. И сама программа 2020 года, она тоже проходила в конце года, и для студентов было очень сложно выделить время. Поэтому у нас 14 человек из программы ушли, потому что не было просто физически времени, чтобы заниматься этим. Поэтому в следующий раз мы все это, конечно, учтем. А есть ли какие-то интересные проекты, которые уже удалось воплотить или вот-вот их реализуют? Я бы не считал это, то, что удается воплотить, это показателем этой самой программы, потому что основная идея — это все-таки популяризация и прокачка нашей молодежи. И это тоже нужно будет учесть, потому что многие заходили в проект именно для того, чтобы как-то не реализовать проект, а просто новые навыки какие-то и завести новые контакты. И эти группы нужно будет, наверное, разделять. Из всех у нас на сегодняшний день готовы 2 проекта, которые будут именно уже дойдут до реализации. Еще порядка 10 проектов еще прокачивается. Но среди интересных проектов я, допустим, могу отметить такой кемпинг на деревьях. У нас был такой, там 5 человек участвовали. У них наставником была Седакова. Проект был довольно такой, я думаю, инновационный для нашей республики, потому что идея в следующем, что это палатки, которые вешаются на деревья или на скалы, и эти объекты очень легко размещать именно в наших охраняемых зонах каких-то. Это не наносит ущерба природе. И я думаю, что этот проект состоится тоже, но он не такой простой, поэтому его реализация немножко затягивается. А так, если взять специфику, то у нас основное количество проектов это был туризм, были проекты по торговле, были проекты по ресторанам и гостиницам. Основной, конечно, туризм был, если так . А наверняка будете и дальше работать по программе. Расскажите о планах. Вы сказали, расширите возрастной ценз. Помимо этого, будут ли какие-то изменения в проекте? Да, я считаю, что изменения вносить обязательно нужно будет. Мы это обсуждали и
с Фондом поддержки предпринимательства, они согласились с этим. Это и расширение, конечно, возрастной ценз. Я думаю, может быть, даже для многих более актуально будет те, кто за 50 уже и находится в таком предпенсионном возрасте, найти работу тяжело, и они более, как бы, я считаю, серьезные, ну, в реализации своего, как бы, своих идей, потому что, допустим, мы сейчас сталкивались, вот среди молодежи очень часто бывало, что зашел, вот с ним поработал наставник, одна встреча, вторая, какие-то планы уже конкретные, потом он приходит, говорит, а мне это не интересно, я вот решил чем-то другим. Ну, то есть человек как бы не созрел, то есть ему нужно было, а вот если будут люди, которые уже работают или в возрасте, может быть, они бы тоже подхватили вот именно это институт наставничества, и можно было их туда включить. 2 года уже реализуете программу, как мы знаем. Можно ли говорить о том, что удалось привлечь, все-таки вы говорите, основная цель программы – это привлечь и вовлечь молодежь в предпринимательство. Удалось ли это сделать и охотно ли молодежь идет в предпринимательство? Вынужден констатировать, что, наверное, нет, потому что изначально у нас, ну, по большому счету, вот, по нашей программе привлекались люди, вот как вот воронка продаж есть, тестировалось очень много, несколько сотен студентов, и большинство из них, конечно, хотят больше надзирать за нашими предпринимателями, а не заниматься своей предпринимательской деятельностью. Это может быть, кстати, и вина и средств массовой информации, потому что, как правило, освещаются вещи, связанные с налогообложением, с нарушениями и все остальное, но вот которые удачные или успешные кейсы, они у нас, как правило, ну, объем у них бывает гораздо меньше в средствах массовой информации. И, может быть, это тоже как бы играло свою роль. Быть может, сейчас нас смотрит молодой человек или девушка, которая хочет попробовать себя вот в этой программе. Как ей быть, куда обратиться, как стать участником? У нас есть фонд поддержки предпринимательства. Это организация, которая, в принципе, реализует все меры поддержки бизнеса, которые у нас есть в республике. Они саккумулировали всю инфраструктуру у себя. Там и фонд кредитных гарантий, там и фонд микрокредитования, МСП, банк, представители, уполномоченные по защите прав предпринимателей. Они все там. Мой бизнес-центр, под эгидой которого проходят все эти мероприятия. Можно обратиться туда, и там в любом случае всегда помогут, всегда найдут, куда направить. Там проводятся различные мероприятия. У нас и вот Хохоева Этери, это центр делового сотрудничества, периодически читают, приглашают довольно интересных спикеров. То есть можно начать оттуда. Если дело дойдет до практики, то могут обратиться или к нам, можно в деловую Россию, мы найдем наставников, станем сами, если нужно будет, без вопросов. То есть готовы работать, лишь бы была мотивация. Спасибо вам большое за интересную беседу.